В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. Якутяне массово участвуют в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье. В общей сложности там подтоплено почти 13 тысяч домов. Тем временем на реке Лени начались работы по ослаблению прочности льда. В перечень работ входят зачернение и распиловка. 8 новых проектов планируют реализовать на территории Торкангаласы. Общий объем инвестиций более 1 миллиарда рублей. Все самое лучшее детям. В Якутске проходит конкурс профессионального мастерства работников сферы доп. Образования. Учиться у лучших. В столицу прибыли и специалисты футбольной академии «Спартак». Выдающиеся эксперты из структуры легендарного клуба проведут мастер-классы и тренинги. Якутяне массово участвуют в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье. Там в общей сложности подтоплено 12 800 жилых домов, почти 15 тысяч приусадебных участков и 38 мостов. В пункт, развернутый в Якутске, на улицу Курашова, 24, якутяне приносят продукты питания долгосрочного хранения, средства личной гигиены, бутилированную воду, одноразовую посуду и предметы первой необходимости. Отмечу, что Якутия, первая из субъектов Дальневосточного федерального округа, начала сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбуржья, которые столкнулись с критическими паводками. Конечно, мы, якутяне, да и все россияне, мы всегда сплачиваемся вокруг сложных проблем, поэтому мы должны быть едины. И радует то, что приходят в этот штаб простые жители города Якутска, которые душой и телом испытали некоторые сами вот такие сложные моменты в жизни. И тоже неравнодушные люди им оказывали помощь. Конечно, в первую очередь мы все знаем по своей практике, что нужны постельные принадлежности, товары первой необходимости, также продукты первой необходимости. На нескольких переправах республики снизили грузоподъемность до 20 тонн. Так, проезд тяжеловесов запрещается на следующих переправах: через реку Лена, Якутск-Нижний Бестях, через реку Алдан, Хандыга, Мегина, Алдан, реку Вилюй на участках Кюндядя, Устья и Крестях. На участке ледовой переправы через реку Лену по направлению Хатасы-Павловск на автодороге Лена разрешенная грузоподъемность сохраняется до 40 тонн. При этом введен ежедневный мониторинг состояния подходов из окраин автозимника по обоим берегам реки. Тем временем на Лене ведутся работы по ослаблению прочности льда. Подобные мероприятия ведутся с целью предотвращения образования заторов на реках, а также обеспечения безопасности пропуска весеннего половодья. Подробности знает Аманотов. Схемы проведения работ были рассмотрены в конце января текущего года на научно-техническом совете Ленского бассейнового водного управления. При проведении работ ослабляют прочность льда. При первоначальном этапе паводка у нас вот этот большой объем ледовой массы, который здесь, оно должно пройти вот через узкое место водного объекта, в данном случае реки Лена, чтобы оно прошло без заторных явлений. Но если затор, то получается у нас затопление населенных пунктов. Данное мероприятие уже проводим больше 10 лет. На сегодняшний день проведено зачернение на 137 из 213 гектаров на реках Алдан, Амга, Нюя, Топка. Также на реках Лена и Колыма расчищено от снега и торосов 270 из 485 гектаров. Зачернено 103 гектара. По распиловке расчищено 14 километров от снега и торосов. Мы работу проводим согласно проекта, который имеет положительное заключение госэкспертизы, и там четко указано, работа проводится, там зачернение проводится речной песок со смесью от угля мелкой фракции. А распиловки льда у нас проводятся в виде ромбиков, и они направлены именно по течению вниз, скажем, да, и чтобы в первых подвижках именно по ромбикам, где проведены распиловки, да. Специалисты отметили, что на этой зоне реки к распиловке подлежат 2 участка протяженностью в 13 километров, а к зачернению 4 участка с общей площадью в 47 гектаров. Тулагина где-то 8 ромбиков, и там за Кангаласами
в сторону Нанцев 5 ромбиков будем пилить. Каждый ромбик по километру, один периметр составляет 250 метров каждый. На выполнение предупредительных противопадковых мероприятий по ослаблению прочности льда на 2024 год из федерального бюджета выделено 49,9 миллиона рублей. Срок завершения работ в соответствии с государственными контрактами на реке Лена до 17 апреля. Аманотов, Ильяс Ремятников, Кангаласский район, Якутск. В Якутске проходит дальневосточный этап соревнований по ликвидации ДТП, в которых принимают участие спасатели подразделений из Якутии, Хабаровского края, Бурятии, Магаданской области и Еврейской автономной области. Команды должны показать свое умение работать со специнструментом, правильно выстроить алгоритм действий и извлечь из автомобиля условных пострадавших. Подробнее расскажет Александр Хавренко. Благодаря тому, что якутские спасатели регулярно принимают участие в соревнованиях по ликвидации ДТП и нередко занимают призовые места, в этом году дальневосточный этап соревнований проходит в Якутске. После долгих тренировок и прохождения краевых и областных этапов 9 команд вышли на старт соревнований. Самое главное, что происходит в этих соревнованиях, я бы сказал, даже в каком-то мере не обмен опыта, а закладывание алгоритма действий на ДТП. Когда ты приезжаешь на настоящий ДТП, естественно, там стоит не такая машина, она может стоять без колес. В жизни немножко другие условия. Но самое главное, у тебя закладывается алгоритм действий, который как раз-таки оттачивается на тренировках и на таких соревнованиях. За работой команд наблюдают члены судейской бригады, которые отмечают ошибки и неточности, допущенные во время прохождения испытаний. Каждая ошибка, в зависимости от ее серьезности, влечет за собой дополнительные штрафные секунды к зачетному времени. Но, как отмечают судьи, серьезных, грубых ошибок на соревнованиях такого уровня почти не бывает. Судейская коллегия в составе 2 бригад работает в полном объеме. Команды также подготовлены. Время свое и алгоритм действий показывают на высоком уровне. Работа идет, скажем, на все 100%. Результаты, скажу честно, пока очень даже хорошие. И гости, и участники из Якутии отмечают, что подготовлены соревнования на достойном уровне. Конечно, желание победить есть у каждого участника, но для многих соревнования – это еще одна возможность отточить свои профессиональные навыки. Это то, с чем мы работаем, это то, что мы должны улучшать, то, что мы должны стремиться к идеалу. И это очень прекрасно, что мы имеем возможность соревноваться, состязаться с сильнейшими представителями по Дальнему Востоку. Дополнительная работа с инструментом дает тебе уверенность и также оттачивает твой навык работы с пожарно-спасательным оборудованием и инструментом. Также можешь, в принципе, работа с характером травм, которые различные бывают. Ну и добавок ко всему элементы конструкции, которые бывают в транспортных средствах. Команды, которые покажут лучшие результаты, получат возможность выступить на всероссийских соревнованиях. И главное – применить полученные и закрепленные на соревнованиях знания в своей работе. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. По следам Витуса Беринга экспедиция под таким названием по маршруту Якутск-Охот-Якутск успешно завершилась несколько дней назад. Сегодня состоялась пресс-конференция для журналистов, где участники проекта в подробностях рассказали про поездку. Напомню, путешествие прошло на 2 бурлаках МЧС Республики, которые поступили в декабре минувшего года. Для спасателей экспедиции стало не только возможностью испытать технику, но и узнать нынешнее состояние маршрута и его проходимость. Как сообщили на пресс-конференции, маршрут был сложным и требовал от них хорошей подготовки и выносливости. Раньше дороги устраивались таким образом, что они шли по руслам рек, по ручьям. Так вот, в данный момент этой дорогой уже давно никто не пользуется. Все реки мы проходили более-менее, а ручьи были завалены ветровалом, плавунами, приходилось пилить, пробивать себе дорогу. И вот на некоторых участках пути у нас средняя скорость на маршруте составляла 2,5-3 км в час. Якутия активно помогает получать как высшее, так и среднее специальное образование участникам СВО и членам их семей. Миноборнауки региона заключила более 30 целевых договоров с участниками СВО и их родственниками. Первый замминистра образования и науки республики Михаил Присяжный отметил, что также важной формой поддержки является установление специальных стипендий. Обучающихся в колледжах и техникумах, то их еще больше, 380 на данный момент активных студентов по всей территории Российской Федерации, которые являются жителями, постоянными жителями нашей республики, членами семей, они получают такие стипендии. Среди них
2 участника специальной военной операции, которые вот вернулись, да, выполнив свой долг. И также 13 человек, это супруги участников специальной военной операции, также которые обучаются и которые получили эту дополнительную меру поддержки, которая установлена указом главы нашей республики. Ну и, конечно, мы активно готовимся к новой приемной кампании. Во Владивостоке раздали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Бойцам передали вещи первой необходимости. Это средства личной гигиены, продукты питания, мясо и рыбу. Подробности знает Лиана Михайлова. Постоянное представительство Республики Саха-Якутия непрерывно оказывает содействие в передаче гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, которые проходят лечение в приморских госпиталях. Помощь в организации данного мероприятия оказывают волонтеры, общественные организации и земляки из разных улусов. Нам большую помощь оказывают общественные организации, такие как Саха-волонтеры, Якутия с тобой. Недавно даже получили груз продуктов из Верхневилючского и Вилючского улусов. Это общество рыбаков отправили рыбную продукцию большую. И нам действительно очень приятно, что нашим ребятам оказывается такая хорошая поддержка. И все население республики оказывает посильную помощь. Такого рода мероприятия укрепляют дух бойцов, обеспечивают им необходимые ресурсы и поддержку, что в итоге повышает их готовность к выполнению поставленных задач. Стоит отметить, что бойцы глубоко ценят внимание и поддержку, которую оказывают жители Якутии, и передают свою искреннюю благодарность. Я благодарю своих земляков и вот за гуманитарную помощь, и вот волонтерам хотел бы сказать отдельное спасибо, что они вот так работают. И всем моим землякам в Якутии большое спасибо, Махтал. В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции важно наличие необходимых материально-технических ценностей. Как отмечает Афанасий, это такие средства, как ночники, тепляки и дроны. Гуманитарная помощь играет важную роль в поддержании морального и физического состояния бойцов, помогает им поддерживать высокий уровень энергии и силы. Лиана Михайлова, Владивосток. Благодаря проекту «Территория опережающего развития» у производителей есть возможность освободиться от налогов на прибыль, имущество и землю. Одной из таких территорий является инвестиционная площадка «Капитоновка», которая занимается производством местных товаров, сэндвич-панелей, асфальтовых смесей и полиэтиленовых труб. С ходом работы территории сегодня ознакомилась и наш корреспондент Дарья Короленкова. Площадка «Капитоновка» сегодня располагает у себя несколько помещений для резидентов. В одном из них работает производство Якутского котлового завода, где производят твердотопливные, газовые и промышленные котлы. С каждым годом линейка продукции завода пополняется новыми разработками. Так, у компании есть новая линейка водогрейного котла центрального отопления «Кута», адаптирована под климатические особенности Якутии. Мощность у него 1,2 мегаватта. Мы в прошлом году с нашими инженерами спроектировали и именно такой котел, который отвечает всем необходимым требованиям для бесперебойной работы в условиях севера. И сделали там очень много конструкторских изменений и деталей, которые способствуют увеличению срока службы и для работы именно вот нашего бурого угля. Все резиденты, которые принимают участие в проекте, имеют благоприятные инвестиционные условия, которые включают в себя налоговые льготы и иные административные преференции. Кроме того, им предусматривается множество преимуществ для развития своих бизнес-проектов. Налог на имущество первые 5 лет – это нулевая ставка, с последующие 5 лет налоги предоставляются со скидкой 50%. По страховым взносам ставка также льготная, она составляет 7,6%, а также предоставляется льгота по НДПИ в зависимости от коэффициента, там коэффициент от 0 до единицы. Инфраструктура на объектах обеспечена всем необходимым для производственной деятельности. Все помещения универсальные, специально построенные под производство. Они обеспечены электричеством от 100 киловатт, водоснабжением и канализацией. Благодаря таким условиям предприниматели могут брать помещения в аренду в комфорте. Больше 8 миллиардов фактически уже вложено резидентами, в том числе вот на такое красивое, мощное современное оборудование. Вот, и мы оказываем весь комплекс, можно сказать, возможностей поддержки резидентов.
Совсем скоро готовится открытие еще одного объекта под универсальное производственное здание. Его ввод позволит увеличить инвестиции и создать новые рабочие места. Площадь квадратуры для размещения бизнеса была увеличена. Теперь в здании 6 помещений по 250 квадратных метров, что позволит резидентам работать еще в большем объеме. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев, Якутск. Нерюнгринский парк стал финалистом первой Всероссийской парковой премии. Итоги конкурса подвели еще в начале апреля в Москве. Учрежденная премия является совместным проектом Министерства строительства и ЖКХ России, Ассоциации парков страны, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Среди финалистов главного паркового события страны в формате «Россия-БРИКС» представители города Нерюнгри. Здесь же участники из других регионов. Эксперты и гости из Китая, Бразилии, ЮАР, Индии, Арабских Эмиратов. Нерюнгринский парк вошел в 8 лучших парков среди малых городов. Это действительно такое серьезное событие. 600 участников было в этой премии. Помимо премии парков России была такая интересная обширная выставка. Из этой выставки мы подчеркнули такие определенные контакты. Сейчас начинаем процедуру закупок. Некоторые такие фишки интересные, такие инновации в городе будут появляться, световые решения определенные. Поэтому мы стараемся плотно заниматься благоустройством, стараемся присутствовать на таких выставках, мероприятиях хотя бы раз в год, чтобы понимать, чем живет не только Южная Якутия, но еще и вся Россия. Участие в финале Всероссийской премии – серьезная и большая победа. И уже началась работа по событийному наполнению парка. В этом году запланирован ряд мероприятий, таких как организация концертной площадки на День Победы, официальное открытие летнего сезона с кинотеатром под открытым небом, а также в планах озеленения, восстановления экосистемы и обновления освещения. Победа в номинации, конечно же, дает, первое, это всероссийская узнаваемость нашего парка. Второе, это поддержка федерального центра в качестве в различных консультативных каких-то моментах. Ну и, конечно же, статус того, что наш парк займет в будущем, надеюсь, первое место. И у нас будет заветная статуэтка, так называемый «Оскар парков». Всего на премию поступило около 600 заявок по 24 номинациям. Экспертное жюри определило лучшие парки, общественные пространства и лучших отечественных производителей в сфере благоустройства. Парк города Нерюнгри стал лауреатом в номинации «Парки года. Средние города». Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Управление Роспотребнадзора по республике наконец прошлой недели зафиксировало рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 29% по сравнению с предыдущей неделей. В целом в республике зарегистрировали более 6 тысяч случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога заболеваемости по совокупному населению на 15,6%. По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок отмечается преимущественно циркуляция вирусов новой коронавирусной инфекции – 54%. Также на вирусы гриппа приходится 2%, на вирусы негриппозной этимологии – 44%. Специалисты Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы работали в Нерюнгринском районе. Бригада под руководством врачей-хирургов Екатерины Басовой и Ирины Григорьевой прооперировала в Нерюнгри более 100 человек. В настоящее время офтальмологическая бригада работает в Алданском районе, где запланирован прием 107 пациентов. Напомню, выезды врачей-офтальмологов в этом году начались с Мегино-Кангаласского района. Они провели диагностику обратившихся пациентов, часть которых направили в Якутск. По итогам этой работы были прооперированы свыше 60 жителей района. Флагману высшего образования Западной Якутии 30 лет. В эти дни свой юбилей отмечает Мирнинский политехнический институт. О его работе подробнее смотрите в следующем сюжете. Мирнинский политех за 30 лет существования подготовил более 3000 специалистов в области горного и нефтегазового дела, а также электроэнергетики. Сегодня в институте функционирует 6 кафедр, где подготовка ведется по 17 образовательным программам и 8 направлениям. В этом году набор будет осуществляться по горному делу, по нефтегазовому делу и по электроэнергетике. Вот на эти 3 направления у нас почти 2/3 всех бюджетных мест выделено в этом году. Также мы осуществляем набор на математическое обеспечение и администрирование информационных систем и филологию. Это что касается очной формы обучения, но также мы ребят ждем и на заочную форму обучения. Это у нас горное дело и электроэнергетика. И мы планируем с этого года произвести набор на новую образовательную программу. Это экономика по очно-заочной форме, профиль экономика инноваций на предприятиях.
Таким образом, мы планируем в этом году набрать 95 бюджетных мест по очной форме обучения и 20 мест по заочной форме. Сегодня Мирнинский политех – это современные учебные корпусы с новейшими лабораториями, где учатся более 400 студентов по очной форме и около 200 по заочной форме. Стану я нефтяником, в первую очередь буду работать на предприятии. Институт обучает хорошо, преподаватели хорошего класса уровня, и преподаватели дают знания, с которыми мы можем посоревноваться и с другими институтами. Также институт предлагает выезды на всякие мероприятия, это также научные конференции, всякие олимпиады, спортивные, творческие мероприятия, на которые нас возит сам институт. В институте учатся ребята со всех уголков республики и не только. Ежегодно в политех поступают ребята, которые понимают ценность получения технического образования рядом с крупными промышленными предприятиями. Ведь выпускники института проблем с трудоустройством не встречают. Анна Васильева, Мирный. Все лучшее детям. 43 педагога доп. Образования из различных районов Якутии приняли участие в республиканском этапе всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Его главная цель – выявление лучших практик доп. Образования и лучших педагогических кадров страны. Подробности знает Тимур Колмогоров. Конкурс профессионального мастерства работников сферы доп. Образования проводится начиная с 1998 года. За это время менялись не только методы обучения, но также появлялись новые виды дополнительного образования. Так Альбина Колбик пришла на конкурс Ленского улуса. Там она учит детей искусству росписи на одежде. Я проводила открытое занятие и демонстрировала карту, чем славится Якутия. На занятии дети рисовали на районах, то есть подготовленных материалах, специальными красками по ткани. У нас как кружок, но дети полностью сами создают. И на моих занятиях не только дети, но также и взрослые, и люди преклонного возраста. Участники конкурса выступили по 8 направлениям – технической, художественной, естественно-научной, физкультурной и социально-гуманитарной. Кроме того, были выступления по секциям «Профессиональный дебют», «Педагог-наставник» и «Педагог, работающий с детьми с ОВЗ и инвалидностью». Главное для экспертного жюри была практичность, открытость представленных работ и новизна организации и планирования обучения. Сегодня они только встретились, составили команду, и сегодня они должны были отработать. И очень хорошо 8 команд отработали все проекты, были интересные, все представили, защитили все свои проекты. Работы педагогов доп. Образования смогли оценить не только экспертное жюри, но также сами педагоги в виде мастер-классов от самых опытных из них. И, конечно же, работу педагогов оценили ученики, для которых это все и проводится. Образование для детей, наверное, сложно переоценить. Это все дополнительные навыки, которые они могут получить вне школы. То есть научиться петь, танцевать, рисовать, что-то конструировать, собирать, спортивные какие-то навыки получать. Это все в дополнительном образовании получают. А педагоги дополнительного образования – это люди, которые их в этом направлении ведут и помогают раскрываться. По итогам конкурса были определены победители в 8 номинациях. Они будут участвовать во втором туре конкурса, где будут выявлены лауреаты 2 и 3 степени и абсолютный победитель. Все они будут рекомендованы в участии во всероссийском этапе конкурса, который пройдет уже в июне этого года. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. Учиться у лучших в Якутск прибыли специалисты футбольной академии «Спартак». Выдающиеся эксперты из структуры легендарного клуба проведут мастер-классы и тренинги для юных воспитанников якутского филиала академии. Подробности знает Власий Сергеев. Футбольная школа «Спартак Юниор» является масштабным проектом по подготовке профессиональных футболистов. В Якутске академия открылась в 2019 году. С того момента селекционеры «Спартака» регулярно посещают филиалы школы и обеспечивают всестороннее развитие детей. На этот раз в Якутск прилетели тренер-методист Алексей Лунин и спортивный психолог Маргарита Дроздова. В рамках рабочей поездки они проведут работу не только с персоналом нашей школы, но и большое внимание будет уделено юным футболистам и их родителям.
Программа будет насыщенной как теоретическими, так и практическими занятиями. И не только на спортивном поле, но и за его пределами. Так, сегодня состоялся психологический тренинг с юными футболистами, где психолог рассмотрела отдельные аспекты, оказывающие значительное влияние на формирование футболиста. Наша задача максимально сегодня ресурсировать футболистов, сделать их уверенных, получать удовольствие от каждого тренировочного и игрового занятия. То есть для этого сегодня мы используем все средства, все методы для того, чтобы они действительно получали радость, счастье, удовольствие от занятий футболом. Юные участники тренинга, может, сегодня и не сталкиваются с психологическими нагрузками взрослых спортсменов, но прекрасно понимают, что вместе с игровыми навыками необходимо развиваться и в этом направлении. К нам приехали гости из Академии «Спартак Москва». Очень хорошее впечатление, получим новый опыт. Футбол, потому что физически развиваешься, и психологически. На сегодняшний день в Якутской академии «Спартака» занимается более 350 учеников от 4 лет и старше. Они регулярно выступают на региональных и всероссийских стартах. И подобные тренинги обязательно помогут им достигать новых побед. Власий Сергеев, Лилия Уваровская, Георгий Григорьев, Якутск. Таким мы увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.